Это было каким-то досадным упущением со стороны российских властей. Если ты пешеход, то должен согласовывать акции протеста, а если автомобилист, то нет. И этой лазейкой недавно воспользовались протестующие дальнобойщики. Но теперь автопробеги тоже нужно согласовывать. И дальнобойщики, что уже 3 месяца стоят лагерем в Химках, хорошо понимают, что это значит. По сути, у нас сейчас любая форма протеста в стране, она запрещена. Мы сейчас должны с любой фигней соглашаться, которую они там себе напишут. Я не знаю, что они курят, что такие законы принимают. Может, да, нам бы привезли мешок, может, мы бы соглашаться начали. Но с новым законом все равно придется согласиться, иначе штраф. Для граждан до 300 тысяч рублей, а для юрлиц до 1 миллиона. Закон уже вступил в силу, и его, без каких-либо возражений, подписал президент. У меня лично наш президент уже давно недоумения не вызывает. Это все понятно, что это все с его согласия делается. Формально принятие закона с недавними протестами дальнобойщиков никто не увязывал. Вот только других таких акций не было с 2012 года. С автопробега за честные выборы, когда по Садовому кольцу проехали тысячи машин с белыми лентами. Но участник того самого автопробега, координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов, считает, что российские власти испугались вовсе не белоленточников и даже не дальнобойщиков. Они смотрят, что было на Украине, видят, что использование автомобилей внесло довольно большую лепту в дело Майдана. Они проецируют вот эти страхи собственные на Россию, где, в общем, совсем другая повестка дня и совсем другие проблемы. Чтобы исключить любые акции протеста, закон написан максимально расплывчато, говорит координатор «Синих ведерок». Поэтому теперь виноватым можно сделать кого угодно. Под их понятие массового мероприятия теперь попадают свадьбы, похороны, клубные поездки на рыбалку. Пока тяжелые грузовики дальнобойщиков, обвешанные плакатами, стоят на месте, их никто не трогает. Полиция лишь интересуется время от времени, когда же они наконец разъедутся по домам. Но за те 3 месяца, что они здесь стояли, в стране слишком многое изменилось. Получается, что и ехать уже некуда. Работы-то все равно нету. Платить никто не хочет, ничего. Ну, экономика-то ниже плинтуса уже. Тут дело-то уже даже не то, что тут Платон какой-то или чего. Тут уже реально жить-то становится невозможно в этой стране. Теперь любая возможность выйти или выехать на улицу с протестом под контролем у власти. И лишь чиновники вправе решать, кто и когда может против них выступать. Досадное упущение исправлено. Лазеек больше нет. Вадим Кондаков, Станислав Феофанов. Настоящее время.